Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, Афанасий Семенович, уважаемые участники совещания. Ну что, начнем, да? Өстеті күлітті күннен, Уаставуллах Михаил Ефимович, мүннек қыттачылара, бейі бүгін ұттын бұл қаңлас ұлығығар жекерген экономикатын сайынлары сылын білдер біттінен, черчетінен бүгін ағас кепсетиге ыңырабын барығытын. Онна бұл ағас кепсетиге манна мүннекқа кыттығыны ылалар бейгі бастығы президент Михаил Ефимович Николаев, Владимиров Афанасий Семенович, Ильтумен депутата Семенов Дмитрий Александрович кыттыналар, нехилек бағылықтара, депутаттара, оны тағанан урбаниттар, оны жекерген экономикаты именно бұл семейный бизнесінен жартына хаджар ұлалар кыттыны ұлықтара. Бүгін опсая 11 кеге повестка быгытынан информациядан истиякпит. Ол терчетинен оны түмік қайықпыт, ылынықпыт. Онытын бұл жекерген экономикатын сайындыры сылығар то қайда қабанақ өлі бара тұрарын өсі төгіл жүлді еқпит, бұғарсы еқпит, әйе әтейлер кетін істиекпит. Онына өсі дағаны бұл сылға бұл өлі бартытын күжістіяқти барарығар өлі еқпитчен мен бәйімітін беге санала бұл тәрәхіне тәренері бітсеп. Оның мен бастығы вопроғынан мен ехтенері білдеріем әттіем, ол күрді өттін қайда қабанақ өлі бара тұрарын тұғынан. Онтон еккейінен нөмігі бағылыған Наум Васильевич Устинап, оны тағанан инне Винокураптар, Борисаптар, Уаровскайдар жекергенлерін ехтенерілерін істеқпет. Онтон Габышева Наталья Сергеевна, именно бұл плодовая ягодная культура, кейін улустарға сақайыр қайдақ қабағына қолыны гитар тұғынан кепсиеға. Бәйс ехтенері қаңаласа салаячыта Валентин Иванович Иванов выступайдыға, онтон алтығынан Вячеслав Анатольевич Нестеров, генеральный директор ВИК Арт, сәттегінен Дария Ивановна Скрябина, 200 дөппен директоры, школатын директоры, ақсыз Николай Николаевич Замарщиков, именно бұл тегейі ит-итін қаңаласылығығар қайдақ үлегеті тұрын тұғынан, тоқсуғынан усадебное хозяйство деньги Афанасий Семенович Владимиров, он Максим Александрович Шефер выступает директора. Онус вопростар, эппеттер, обмен мнениями, он берегінен Михаил Ефимович иститин, ихтенеретін истиякпет. Он екегінен подведение итогов. Сөпсайғат тәндік регламентнақ мұнняқа. Олег Валерьевич, здорово. Здорово. Хоп. Тоқ, бескі мен қабытты тапқыратын тоққа. Сәу, Афанасий Семенович, мен бәйін выступлением кенттен ғыраза еқытыл бере. Тут бәйін бере, ха. Сөпсайғат? Давайте, ха. Сәп, мен түгім нұчалы болар, онын сағыдыққа де. Добрый день, уважаемые участники совещания. В Хангаласском районе 2021 год объявлен годом развития семейной экономики. Основными целями года развития семейной экономики являются повышение уровня жизни и благосостояния семей, обеспечение более полной занятости и самозанятости населения и самообеспечение населения района продукции сельского хозяйства. Развитие семейной экономики – это в первую очередь развитие сельского хозяйства, самообеспечение населения района продукции сельского хозяйства и рациональное использование имеющихся земельных участков. По итогам подведенного анализа по уровню обеспеченности населения районах сельскохозяйственной продукцией по итогам 2020 года
всеми видами хозяйств производимые объемы сельскохозяйственной продукции не обеспечивают нормативную потребность населения района, кроме картофеля. Вы как видите из таблицы, да, у нас 2011 год и 2021 год. Мясо мы обеспечиваем только 81%, молоком 92%, яйцами 8%, картофелем 102,6% и овощами 49%. За последние 10 лет не наблюдается значительного роста по уровню обеспеченности населения продукцией сельского хозяйства. Наша задача не только обеспечить население района продукцией сельского хозяйства на 100%, но и обеспечить население города Якутска как основного потребителя. Реализация сельскохозяйственной продукции населения города Якутска тоже может стать дополнительным источником дохода семей района, увеличить объем валового муниципального продукта на душу населения. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия, объем валового муниципального продукта с 17 по 18 годы в Хангаласском районе составили 8 миллиардов 849 миллионов рублей и 10 миллиардов 392 миллиона рублей, соответственно 1% к валовому региональному продукту Республики Саха-Якутия. Темп роста валового муниципального продукта 2018 года к 2017 году с сопоставимых ценах составил 106%. Объем валового муниципального продукта за 2019 год 10 миллиардов 976 миллионов рублей. Прогнозируемый объем валового муниципального продукта на 2020 год 11 миллиардов 94 миллионов рублей. Валовый муниципальный продукт на душу населения 2017 года 272 миллиона рублей, 2018 года 317 тысяч рублей, 2019 год 334 тысячи рублей. По объему ВМП на душу населения Хангаласский район занимает только 25 место в республике. Количество семей, вы как видите из таблицы, на сегодняшний день 9828 семей всего в районе. Из них, которые имеют личное подсобное хозяйство, только 3026. Если было у нас в 2017 году 3107, то сократилось до 3026 семей. Организационной комиссией разработан план мероприятий по реализации года развития семейной экономики в Хангаласском улусе по 5 направлениям. Это развитие личного подсобного хозяйства, поддержка народных мастеров и ремесленников, повышение финансовой грамотности и мероприятий по популяризации года развития семейной экономики, популяризации предпринимательства, содействие занятости населения Хангаласского улуса и социальная поддержка населения. По данным направлениям планируется проведение следующих мероприятий. Это субсидирование расходов в размере 50% на приобретение кур несушек с учетом транспортных расходов в количестве 4000 голов. Общий объем средств, выделенных с бюджета района на субсидирование 800 тысяч рублей. Субсидирование расходов в размере 50% на приобретение цыплят бройлеров с учетом транспортных расходов в количестве 1000 голов. Общий объем средств, выделенных с района на субсидирование 120 тысяч рублей. Субсидирование расходов в размере 50% от стоимости на приобретение овса. Общий объем средств 1 370 000 рублей с района. Субсидирование расходов в размере 50% на приобретение 2000 ягодных кустарников. Общий объем средств 500 000 рублей. Субсидирование расходов на приобретение 5000 штук рассады овощных культур. Общий объем средств, выделенных с бюджета района, составляет 200 000 рублей. Оплата транспортных расходов на поставку поликарбонатных теплиц с города Новосибирска. Общий объем средств, выделенных с бюджета района, составляет 671 000 рублей. Субсидирование расходов в размере 50% на приобретение поросят с учетом транспортных расходов. Общий объем средств, выделенных с бюджета района, составляет 337 000 рублей.
организация централизованных поставок кормов для кур, несушек в количестве 40 тонн, также грантовая поддержка народных мастеров и ремесленников по 3 направлениям, поддержка молодых мастеров и ремесленников Хангаласского улуса в возрасте от 18 до 35 лет, поддержка мастеров и ремесленников Хангаласского улуса в возрасте от 36 лет и старше, поддержка народных художественных промыслов и народных мастеров Республики Саха-Якутия. Объем средств, предусмотренных средств на грантовую поддержку, составляет 300 тысяч рублей. Это 3 гранта по 100 тысяч рублей. Также на предоставление на конкурсной основе грантовой поддержки самозанятому населению на приобретение оборудования, сырья или оплата арендных платежей. Объем средств, предусмотренных на грантовую поддержку, составляет 500 тысяч рублей. Это 5 грантов по 100 тысяч рублей. Проведение семинаров, организация курса по повышению финансовой грамотности семьи. Также выпуск социальных роликов к году развития семейной экономики. Улусный конкурс летних лагерей среди образовательных учреждений. Субсидии бюджета муниципальных образований на стимулирование реализации мероприятий по году развития семейной экономики. Разработка и реализация проектов по развитию семейной экономики некоммерческими организациями в сфере занятости и повышения дохода семьи. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Содействие самозанятости безработных и незанятого населения, а также оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан из средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия. И последнее – это подключение частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения. Мероприятиями по реализации года развития семейной экономики планируется охватить более 2000 семей. Общий объем средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию указанных мероприятий, составляет около 5 миллионов рублей. Также с ХПК Хангаласа за счет привлечения кредитных средств планирует строительство и приобретение оборудования для пунктов приема дикоросов, плодово-ягодных культур, мяса, молока и рыбы от населения в каждом населенном пункте района. Реализация данного проекта даст возможность семьям нашего района к дополнительному источнику дохода на постоянной основе, чтобы повысить уровень доходности каждой семьи. Мы вместе должны провести четкую и слаженную работу с населением по использованию всех оказываемых мер поддержки в целях дальнейшего развития семейной экономики, чтобы это стало источником постоянного дохода семьи в целях повышения уровня жизни и благосостояния семей. Сегодня своим опытом с нами поделятся наши земляки, которые достигли определенных результатов в развитии собственного дела, в производстве, сельском хозяйстве и растениеводстве. Надеемся, что положительный опыт наших земляков будет распространен по всем муниципальным образованиям района. У меня все.